Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. С 1 июля произошло традиционное повышение тарифов на коммунальные услуги. Об особенностях установления цен на электроэнергию, газ и жилищно-коммунальные услуги для населения и приравненных к ним категориях потребителей мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Николай Бочков, председатель Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха-Якутия. Николай Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Тема очень для многих, скажем так, болезненная может быть, потому что вот эта регулярная индексация тарифов всегда вызывает, ну, скажем так, не самые положительные эмоции у населения, но тем не менее это мера вынужденная. Тем не менее, какие тарифы, давайте начнем с этого вопроса, какие тарифы для населения устанавливает Госкомитет по ценовой политике нашей республики? Да, как вы уже сказали, то, что у нас с 1 июля устанавливаются тарифы, это происходит ежегодно. Хочется всем напомнить, что у нас тарифы последний раз менялись 1 декабря 2022 года. Прошло уже более 1,5 лет, то есть 1 год и 7 месяцев. У нас тарифы для населения на коммунальные услуги не менялись. Да, и вот с 1 июля действительно они изменились. За этот период времени достаточно много изменилось. Мы устанавливаем тарифы в сферах электроснабжения, в том числе электроотопления, газоснабжения, в том числе газ, поставляющий из групповых газовых установок, это у нас вот в Алданском районе есть. Устанавливаются тарифы на обращение с твердокоммунальными отходами, тоже относятся к коммунальным услугам. Ну и, соответственно, отопление, водоснабжение горячее, холодное, водоотведение. Все это относится вот к полномочиям Государственного комитета. Ну, чуть подробнее про электроэнергию. Какие изменения ждут потребителя? Да, я уже на прошлом нашем актуальном интервью про это рассказывал. Действительно, в электроэнергии у нас есть ряд значительных изменений. Мы в текущем году установили впервые тарифы на электроэнергию, исходя из изменения объемов потребления. Да. То есть, что это говорит? О том, что в случае, если семья потребит более 11 160 киловатт-часов в месяц, тариф будет меняться. Здесь хочется отметить, что вот такой порог, значение первого диапазона потребления, так называемого, был посчитан исходя из максимальных значений. То есть был проведен анализ соответствующий совместно с гарантирующими поставщиками. Это у нас Якутскэнерго и Саха-Энерго, основные два поставщика электрической энергии. И 99,9, так скажем, процентов всех лицевых счетов, то есть всего населения в республике, потребляют ниже этого порогового значения. Ну, то есть требование это, так скажем, федерального значения, то есть изменение федерального законодательства, поэтому такой порог был установлен. И вот до 11 тысяч, я думаю, большинству всего населения, кто потребляет электроэнергию исключительно в бытовых целях, то есть не перепродает ее куда-то, не занимается коммерческой деятельностью, там, каким-нибудь серым майнингом там, или еще чем-то, то ему не о чем беспокоиться. Вот этот пресловутый тариф день-ночь. Так, день-ночь у нас тарифы также изменились, методика расчета тарифов у нас тоже поменялась, к сожалению. Так скажем, мы почувствовали то, что там темп просто у нас чуть выше. То есть если в среднем у нас распоряжением правительства доведен индекс роста 8,9 по электроэнергии, то есть вот одноставочный тариф, он вырос на 8,9, то день-ночь у нас выросли где-то на рубль 50, это в районе 20%, к сожалению. Вот день-ночь они тарифы подросли, потому что они не догоняли одноставочный тариф, так скажем. Здесь баланс, ну, расчетный баланс, он вот был найден в методике именно. Поэтому здесь подросло, конечно. Газ, что с ценами на газ? Так, тарифы на газ у нас установлены с средним ростом в 11,4%. У нас на территории действуют 3 основных поставщика газа, то есть это в центральной группе районов это Саха-Транснефтегаз, в Мирнинской зоне, ну то есть западные районы это Айхал-Трансгаз, и также вот я говорил, то, что есть групповые газовые установки, тоже по ним рост где-то 10,2 составил. Здесь хочется отметить, что дифференциация тарифов разная внутри, то есть это, если это для целей исключительно отопления, либо для отопления и пищеприготовления, росты разные. Чуть, так скажем, в районе 11% как раз подросли тарифы для сельской местности и для потребителей, которые используют газ на пищеприготовление и отопление, чуть меньше для тех, кто использует только для пищеприготовления.
Вот, там дифференциация, опять же, исходя из методических указаний. Ну, вы упомянули, что и твердых, Коммунальных. утилизация твердых коммунальных отходов тоже коснулась. Как проходит, во-первых, реформа и, опять же, тут тарифы, что с ними будет происходить? Да, тоже. Произошло, вернее, уже. На вашей площадке мы уже обсуждали твердые коммунальные отходы, да. Действительно, сейчас отрасль относительно новая в сравнении с другими коммунальными Ну да. услугами, да, и достаточно много, так скажем, сегодня инвестиций и проектов вводятся, реализовываются, да, это, безусловно, сказывается на тарифном регулировании, потому что дополнительная инфраструктура, обслуживание этих объектов, оно несет, ну, ряд определенных обязательств и расходов у организаций, которые обслуживают эти объекты. Поэтому тарифы у нас выросли в среднем по республике на 2,8 всего лишь процентов, что достаточно ниже, да, того предельного индекса, который был доведен до нас. Но внутри, так как у нас сегодня на территории работает около 12 региональных операторов по разным районам, росты достаточно, ну, так скажем, у нас изменены. Связано это, опять же, там, с федеральным законодательством, потому что методика предполагает, что если какие-то затраты организация не выполнила, на которые деньги давались, тарифы, Соответственно, они изымаются из тарифа, да. Там, где они, так скажем, понесены, то там изъятия не происходит. Вот, поэтому у нас есть даже примеры со снижением твердокоммунальных отходов там, по группе районов, да, где-то они растут. Ну, здесь я сейчас не буду рассказывать, времени не так много. По каждому району можно было бы, конечно, раскладку дать. ну, Вот. ирингринцам очень интересно, на самом деле. Тем не менее, центральное отопление. У многих возникает вопрос, почему мы платим за центральное отопление летом, когда дома не отапливаются, и все-таки какие тарифы, что с ними случилось 1 июля вот именно на отопление домов. Так, ну я, наверное, тогда не про отопление, а в целом про коммунальные вот оставшиеся услуги расскажу, потому что рост, давайте так, сперва про отопление, то, Давайте что... про отопление все-таки, потому Да, что платим. не все понимают, что вот это все размазывается Да. на весь год, чтобы в зимние месяцы это была не огромная сумма, а ну, Все верно вы примерно говорите. подъемная. Вот, все верно вы говорите. То есть, если законодательством Российской Федерации предполагается, что субъекты самостоятельно могут выбирать вот этот период оплаты, либо он происходит в течение только отопительного сезона, и тогда люди платят только в зимние месяцы, либо он все-таки происходит в течение календарного года, и вот, как вы сказали, правильно размазывается. Так как у нас регион, так скажем, ну, с суровыми климатическими условиями и достаточно длительный период отопительного сезона, платить в течение отопительного сезона для многих будет накладно, потому что, например, если мы говорим про период январь или там декабрь, февраль, то есть это самые холодные месяца в году, платеж был бы, ну, составлял значительно больше ну, бюджетов семейных, и это было бы накладно, да, учитывая то, что есть там обязательства кредитные, это бы было нагрузкой для семейного бюджета. Поэтому в республике принято решение, кроме Жатая у нас, да, Жатай самостоятельно принял это решение, то, что они платят все-таки в течение отопительного сезона, это на уровне администрации муниципального образования, то по всей остальной республике это равными долями происходит. И даже если вы по прибору учета потребили там какой-то определенный объем ресурса, в первом квартале делается перерасчет за этот ресурс, и потом в следующем году равными долями, также 1/12 частью, выставляется это в течение всего года. Сделано это, вот вы правильно сказали, ровно для того, чтобы сильно не нагружать бюджеты семейные. Вот. Если дальше говорить в целом о коммунальных услугах, у нас сегодня плата граждан устанавливается со стороны правительства Российской Федерации. Индекс платы доведен 9,5% по республике, что ниже на 0,3%. Если в среднем по России 9,8% составил, то по республике 9,5%. Поэтому у нас отопление растет на 9,5%. Вода горячая, холодная вода тоже 9,5%, водоотведение где-то 9%. Но в целом я хочу сказать, то, что весь совокупный набор услуг, вот, про которые мы сказали, электро, газ, там, твердые коммунальные отходы и все остальные услуги, они должны быть с ростом не более 9,5%. То есть если на примере говорить, то квартира, например, 63 квадратных метра, это там трехкомнатные КПД, либо двухкомнатные новостройки, с численностью проживающих в 3 человека, в среднем платеж вырастет на 1000 рублей. Если говорить там о сельской местности, то где-то на 700 рублей. Если говорить там, например, про дом 90 квадратных метров и тоже 3 проживающих на газовом отоплении, где-то платеж вырастет на 750 рублей. И если говорить про сельскую местность, где-то 670 рублей. Вот, ну, то есть в среднем такие роста ожидаются.
Тем не менее, существуют категории граждан, которым положены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Какие меры поддержки существуют, расскажите. Ну, в целом хочется сказать, что у нас в целом по Якутии все тарифы по большей части субсидируются, за исключением электроснабжения, газоснабжения и твердых коммунальных отходов, да, все остальное у нас субсидируемое. В среднем у нас окупаемость, то, что платит гражданин ресурсоснабжающей организации, составляет 28%. На всю оставшуюся разницу вот, между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения выплата происходит из бюджета Республики Саха-Якутия. На сегодняшний день у нас потребность в этих субсидиях составляет где-то 41,7 миллиардов рублей. Такой суммы ни у одного субъекта Российской Федерации просто нет. Но опять же нужно понимать, что у нас самые тяжелые климатические условия. Ближе всех к нам, по-моему, Санкт-Петербург, там у них где-то 27-25,5 миллиардов рублей. Но нужно понимать масштабы бюджетов. Все-таки северная столица, количество проживающих разное там, и так далее. Условия разные, конечно. Поэтому у нас достаточно вот такая сильная мера поддержки. Но тем не менее, даже от льготных тарифов, если у ряда семей возникают трудности с оплатой коммунальных услуг, есть понятие адресных субсидий, действует постановление республики по этому поводу. В случае, если расходы семьи в совокупном доходе на коммунальные услуги превышают более 15%, положена адресная субсидия. По этому поводу можно обратиться либо в МФЦ, либо через госуслуги. Занимается этим у нас агентство субсидий, так называемое. Есть подразделение в каждом муниципальном районе, поэтому данного учреждения. Можно обратиться туда, оформить ряд документов, там, подтверждающие документы и заключить, в смысле, подать заявление и получать эти субсидии. Также у нас и есть, так скажем, направление поддержки сельской местности. Я уже тоже сегодня оговорился, то, что у нас по большей части ценовая политика направлена на то, что в селе тарифы ниже. Ну, опять же, учитывая то, что и уровни доходов в городах и в селах разные. Соответственно, Да. тоже очень... То есть, если говорить про электроэнергию, это где-то в среднем на 30% тариф села ниже, чем городской тариф. По газу где-то процентов на 20, по-моему, он ниже. Вот, по воде, теплу, подходы аналогичные, то есть в селе в среднем на 30-20% платеж составляет ниже, чем в городе. Вот. Ну что ж, будем надеяться, что вот это июльское повышение тарифов на коммунальные услуги все-таки пройдет более-менее безболезненно в нашей республике. И, увы и ах, следующее 1 декабря, да? Нет, это регулярно будет происходить со второго полугодия каждого года, то есть 1 июля. Все, отлично. Да. Год выдыхаем. Да, год выдыхаем. Николай Владимирович, большое спасибо за эту важную и полезную информацию. Спасибо вам. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Но о тарифах на коммунальные услуги мы говорили сегодня. В студии был Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.